Здравствуйте, дорогие ученики! Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Я учитель русского языка и литературы Усимбаева Сандуаш Куатовна, школа-лицей номер 127 имени Шоканова Алиханова, Кызылординская область, поселок Щелин. Мы продолжаем работу над разделом «Охрана окружающей среды». Тема урока «Я люблю тебя навсегда. Окружающая среда». Сегодня на уроке вы будете определять основную мысль текста, жанр текста, писать небольшой текст. Для начала, ребята, я вам предлагаю анаграмму. Составьте слово из букв Г, Э, К, Л, Я, О, И. Правильно, ребята. Вышло слово экология. Экология – это наука об окружающей среде. А для того, чтобы понять, что ж такое окружающая среда, предлагаю вам послушать текст. Упражнение 1, страница 42. Все от старой сосны у забора до большого темного бора и от озера до пруда окружающая среда. А еще и медведь, и лось, и котенок Васька небось, даже муха, вот это да, окружающая среда. Я люблю на озере тишь и в пруду отражение крыш. Рвать чернику люблю в лесу, барсука люблю и лису. Я люблю тебя навсегда, окружающая среда. А теперь, ребята, проанализируем полученную информацию. Ответьте на вопросы. Первый. Определи жанр. Докажи. Правильно, ребята, это стихотворение, потому что здесь есть ритм и рифма. Второй вопрос. Спиши последнее предложение в тетрадь. Объясни, почему в предложении стоит восклицательный знак. Ребята, запишите последнее предложение в стихотворении, которое выделено красным шрифтом. Я люблю тебя навсегда, окружающая среда. Ребята, в предложении стоит восклицательный знак, потому что автор показывает, насколько сильно его волнует содержание собственного высказывания. Третий вопрос. Что такое окружающая среда в понимании автора стихотворения? Правильно, ребята. Окружающая среда в понимании автора – это старая сосна у забора, это темный бор, это и озеро, и медведь, и лось, и котенок Васька, даже муха – это и тишь на озере, и черника в лесу, и барсук, и лиса. Ребята, а как вы понимаете, что такое окружающая среда? Правильно, ребята, это край, в котором вы живете. Это животные и птицы, это и растения, и деревья. Посмотрите на упражнение 3, страница 43. Прочитайте объявление, которое написал Санат с друзьями. Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, приглашаем на субботник, дорог каждый нам работник. Инвентарь мы закупили, всех вокруг оповестили. Есть лопаты, грабли, краска. Сделаем из сада сказку. Ответьте на вопросы. Первый вопрос. Кому оно адресовано? Верно, ребята. Объявление адресовано мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Второй вопрос. О чем в нем говорится? Правильно. Всех приглашают на субботник. Ребята, найдите в интернете значение слова «субботник». Третий вопрос. Как у вас в школе проходят субботники? Правильно, ребята. Вы выходите дружно и весело на субботник и убираете территорию, чтобы было чисто и красиво. Четвертый вопрос. Для чего пишут объявления? Для того, чтобы все люди были информированы, знали, какие работы ведутся. Ребята, напишите свое объявление о том,
что будет организована посадка деревьев. Ребята, запомните правописание слов «тишь» и «субботник». А для того, чтобы запомнить написание этих слов, составьте пару предложений. Например, мы с друзьями вышли на субботник. В лесу полная тишь. Упражнение 4, страница 43. Прочитайте выразительно. Не рвите напрасно цветы. Прошу вас, не рвите напрасно цветы. Ведь столько погибнет тогда красоты, убавится в мире любви и доброты, когда пропадут на лужайке цветы. Придет в наши степи, как праздник весна, не видя цветов, нас покинет она. Вот видите, доводы эти просты, не рвите, пожалуйста, дети, цветы. Определите жанр текста, ребята. Правильно, это стихотворение. Определите основную мысль стихотворения. Основная мысль стихотворения – это охрана окружающей среды. Ребята, нужно беречь природу. Почему нельзя рвать напрасно цветы? Потому что они красивы, освежают воздух. Их нектарами и пыльцами кормятся насекомые, пчелы и бабочки. Молодцы, ребята! А теперь работа со словарем. Послушайте, прочитайте, повторите. Взяла. Вырастет дерево, станет больше. Вырастет щенка. Обнял, обнял, обняла. Ребята, надеюсь, вы справились с заданием. А теперь учебное задание. Упражнение 2, страница 42. Сочини. Рассмотри постер-картинку «Земля наша мать». Придумай 3-4 предложения по ней. Запиши. Например, мы живем на Земле. Кроме нас здесь живут разные животные, птицы, рыбы. Есть моря, океаны и реки. Для всех Земля – дом родной. Ребята, подведем итоги нашего урока. Сегодня вы определяли основную мысль текста, определяли жанр текста, писали предложения. Думаю, что цель достигнута. Дорогие ученики, на этом наш урок подошел к концу. Вспомните, чему вы научились на этом уроке, что было для вас сложным, легким в исполнении. Чтобы определить, на каком уровне вы находитесь, определите себя по этой лесенке успеха. Молодцы, ребята! Спасибо за урок!